Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Как угроза национальной безопасности Молдавии» Виталий Габни об инциденте в Кишиневе. Научная школа – специальный проект Министерства образования и науки России в Абхазии. Подарок на День города, День Абхазии прошел в Москве. Сегодня Министерство иностранных дел Абхазии выступило с заявлением по поводу инцидента с абхазской и юго-осетинской делегацией в Кишиневе. Официальная делегация Республики Абхазия во главе с вице-президентом Виталием Габни принимала участие в торжествах в Тирасполе, приуроченных к празднованию 25-й годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики. Грубо нарушив собственные обещания и договоренности, молдавская сторона предприняла ряд провокационных мер недружественного характера в отношении делегации Абхазии и Южной Осетии. В аэропорту Кишинева делегации были сняты с рейса и задержаны на несколько часов. Службой безопасности Молдовы были проведены беседы, сопровождавшиеся попытками оказать психологическое давление на задержанных официальных лиц. В итоге члены делегации Абхазии и Южной Осетии были депортированы из Молдовы и получили запрет на въезд в страну сроком на 10 лет. По заявлениям молдавских властей, основанием для подобных действий с их стороны послужил тот факт, что своим участием в торжественных мероприятиях ПМР делегации Абхазии и Южной Осетии якобы подрывают суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Молдавские власти, состоящие в тесных взаимоотношениях с Грузией, демонстрируют идентичную с Грузией политику, направленную на изоляцию и дискриминацию соседних с ними государств и их граждан, подчеркивается в заявлении МИД Абхазии. Министерство иностранных дел республики заявляет решительный протест молдавской стороне, считает ее действия в отношении высших должностных лиц Республики Абхазия недопустимыми и дискриминационными. МИД Приднестровской Молдавской Республики также выступил с заявлением, в котором подчеркнуло, что расценивает предпринятые молдавской стороной шаги как грубую, неприкрытую, провокационную и необдуманную выходку, которая демонстрирует безответственность, неразумность и закомплексованность позиции Республики Молдова на переговорах. Сегодня в интервью абхазскому телевидению вице-президент Абхазии Виталий Габни прокомментировал инцидент, произошедший в аэропорту Кишинева. Решили лететь через Молдову, поскольку через Украину в связи с последними событиями, в частности через Одессу, уже возможности не представлялось. Проехали, в принципе, беспрепятственно, довольны поездкой, поскольку было важно быть на празднике 25-летия образования Приднестровья, столь для них значимого. Со своей стороны был докладчиком и выступал на всех собраниях. Говорил ровно то, что они хотели от меня услышать, потому что в этом и была наша цель. Мы действительно помним тех ребят, которые с Приднестровья стояли. И есть у нас и двое похороненных здесь. И, конечно, мною было сказано, что в трудные времена, в трудную годину мы не останемся в стороне и будем с ними в той мере, в которой мы им будем нужны. По отлету через аэропорт Кишинева мы уже мы сидели на рейсе, уже на самолете, уже трап отъехал. В последний момент его обратно пристегнули. Зашли то ли пограничники, то ли спецы, назвали пофамильно меня и Вову Зантари, попросили выйти. В принципе, мне было понятно, о чем идет речь, потому что ровно так они поступили за день с делегацией из Осетии. Миша Чалмас и батюшка Виссариона попросили остаться непосредственно на месте, на что батюшка Виссарион повел себя, на мой взгляд, предельно героически, сказав, что он не оставит в Молдавии своего вице-президента, что он наш духовный наставник, и наверное, минут 20 он держал самолет, где из него который не выпускали. В итоге вызвали наряд по его душу, но так и не справились, вынуждены были согласиться, что он с рейса сойдет. Отвезли в зал ожидания, совершенно в иное здание, меня с Владимиром Константиновичем. Миша Чалмас остался в самолете,
по той причине, что там был весь наш багаж, и в этом багаже было много литературы, в том числе и диски с записями праздника, и нам не хотелось бы, чтобы спецам не досталось, поэтому нам было важно, чтобы этот груз улетел, и Миша Чалмаз на себя эту роль взял. Не сказал бы, что допрос, но такая беседа шла порядка 2 часов со мной отдельно, с Константиновичем отдельно. Вели себя предельно тактично. Приехал консул Российской Федерации в Республике Молдавия. Но разговор, в принципе, шел о том, что я имел в виду, когда я говорил о том, что мы поддержим в любой момент. Являлось это в том числе и милитари, что мы поддержим в том числе и, если необходимо будет, и вооружением, и людьми, и в случае конфликта. На мой вопрос, как они видят разрешение конфликта, когда за 25 лет выросла целая поросль, и не одна, которые не приемли себя и не видят в Молдавии, когда государство, по сути, даже успешно, чем само молдовское, вот как они сами это видят, на что тоже вразумительного четкого ответа не было дано. Конечно, никакого военного пути разрешения конфликта нет, они это понимают. В виде конфедерации там, или федерации, сами плавая в формулировках. Я повторил все, что я говорил ранее, поскольку это важный момент, где могла идти запись скрытая, сказав о том, что мы с вами оба приятные люди, но речь идет о материях, которые выше нас. Мы находимся с приднестровцем в общецивилизационном пространстве с Российской Федерацией, где нам важно, чтобы Россия устоялась, была мощным государством. Если вы считаете, что я угроза для национальной безопасности Молдавии, вы можете мне поставить депорт, и на этом вопрос закроется. На что был вызван сотрудник миграционной службы, зачитал мне о том, что я нежелательная персона, без какой-либо четкой формулировки, без права въезда на 10 лет. На что я сказал, что, значит, буду прилетать на юбилей с 25-летия, значит, на 35-летие. Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии состоялась пресс-конференция генерального директора РУП «Абхазчай» Тамура Отрба. По его словам, решение вопросов чайной отрасли откладывается уже на протяжении нескольких месяцев, несмотря на то, что он неоднократно в письменной форме обращался к президенту и премьер-министру. Также, по словам Астамура Отрба, правительство задолжало предприятию «Абхазчай» более 45 миллионов рублей. Кроме того, Астамур Отрба позволил себе недвусмысленные высказывания в адрес премьера Артура Миквабе, фактически обвинив его во взяточничестве. В процессе организации этого данного производства возникли вопросы финансового характера. Но ввиду того, что наша частная компания, на которую сейчас эти 6 тысяч гектаров оформляются, ООО «Абхазчай», в свое время мы инвестировали в РУП, в госкомпанию «Абхазчай», определенные ресурсы, 43 миллиона с хвостиком. Плюс на РУПе висит долг по заработной плате около 3,5 миллиона, по зарплате и по текущим работам, которые были уже выполнены и сданы. Мы обратились к соответствующим людям с предложением, либо вы часть долгов нам закроете, мы реинвестируем, на что было сказано, денег нет. А часть за министра Сахьезне, за حوسو شيء برفين يشقصو يبحث بسني يلي بيتاش بسيف تمام حوسو رسالة ورخور ناس حوسو يتصحوا بيه حوسو رسالة ورخور ناس يوتو خلص قوشي هدوها سو تاسي وزر كورت كياسنا يرى حوسو يحس شو ده يجزو برد بيه. Премьер-министр Артур Миквабе намерен подать в суд на Астамура Отрба, который оклеветал его во время пресс-конференции в Арс Мира. Артур Миквабе считает, что это преднамеренная клевета, которая преследует политические цели. По мнению главы правительства, Астамур Отрба выполняет заказ определенных политических сил, целью которых является отстранение его от должности премьер-министра. На пресс-конференции, проведенной на площадке Арс Мира, директором РУП «Абхазчай»
и он же владельцем ООО «Абхаз-Чай Оторба», в мой адрес прозвучали оскорбительные выпады и клеветнические измышления. Хочу поставить вас и общественность республики в известность, что я категорически отвергаю все прозвучавшие в мой адрес домыслы и обвинения, в связи с чем я завтра намерен подать соответствующий иск. Хочу также обратить внимание, что заявления Оторба ангажированы и носят явно политический подтекст. Их истинной целью является дискредитация властей и создание препятствий в усилиях руководства, направленных на укрепление порядка и финансовой дисциплины. Спасибо за внимание. Врачи Абхазии смогут пройти стажировку в медицинском университете в Иордании. Речь идет о высокоспециализированной, высокотехнологической медицинской помощи. Об этом сообщил профессор, ректор медицинского университета города Амман Рами Яган, который сегодня посетил Республиканский онкологический центр в столице. Подробности в материале Ренаты Шакая. Находящийся в эти дни в Абхазии профессор Рами Яган, представитель абхазской диаспоры в Иордании, потомок древнего рода Ман, посетил Республиканский онкологический центр. На встрече с руководством онкоцентра обсуждалось возможное укрепление двусторонних связей. В частности, речь идет о таких направлениях, как эндоскопическая хирургия. У абхазских врачей появилась возможность обменяться опытом с коллегами из Иордании. Врачи Абхазии на 2-3 месяца будут отправлять туда для обмена опытом. С вами обсуждать возможность на будущее, как поделиться там опытами и стажировками наши и ваши врачи, чтобы как поделиться опытом. Как ответил главврач онкоцентра Лев Аргун, за прошлый год в Абхазии было выявлено до 700 человек с различными онкологическими заболеваниями. На первом месте рак легких, затем рак молочной железы. Недавно в больницу завезли новое оборудование – маммограф и рентген. Со слов главврача, это оборудование поможет выявить опасные заболевания на более ранней стадии. В этом году 20 лет абхазской онкологии, я ее так могу назвать, да. И за эти 20 лет, значит, у нас уже сложился определенный опыт, и мы как бы уже пришли уже к становлению, да, новое учреждение, аппаратура, кадры. То есть и сегодня наша задача как можно больше, значит, проводить объемов лечения, чтобы меньше выезжало за пределы нашей страны. В ближайшее время абхазских студентов и врачей будут отправлять на стажировку и обучение в медицинский университет Аммана. Вторым шагом двухстороннего сотрудничества может стать Международная медицинская конференция врачей, которую планируют провести в Абхазии. В онкоцентре профессору Рами Ягану показали новое оборудование, отремонтированные кабинеты и палаты. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В целях профилактики и своевременного лечения заболеваний в конце года в Абхазии планируется провести диспансеризацию населения. Государственная программа должна пройти в 2 этапа и охватить более 80% населения страны. Сегодня министр здравоохранения Дзоргов провел совещание с главврачами медицинских учреждений Абхазии, чтобы обсудить предстоящую работу и выяснить, какие для этого необходимые ресурсы. Тему продолжит Нала Мукба. Совещание министра здравоохранения Дзоргова с главврачами медучреждений республики началось с кадровых вопросов. Хаджарат Шамба и Алмазхан Барциц назначены исполняющими обязанности главврачей Гудаутской и Пицунской больниц. Затем перешли к главному вопросу диспансеризации, иначе говоря, медицинскому обследованию населения. В Абхазии оно впервые проводилось в 2012 году. Программа носила частичный характер. Тогда при содействии Минздрава России было осмотрено более 30 тысяч человек. В настоящее время существует необходимость в проведении более масштабной программы, которая позволит охватить все население республики. Пока мы не успели еще оборудовать Кварчевский район, мы начнем оттуда. Вот этот мобильный комплекс выйдет туда, и оттуда мы начнем всю диспансеризацию. Это будет оповещение по районам, то есть главы администрации будут знать, это мы доложим президенту. Главы администрации должны оказать содействие в этом в плане доставки жителей, то есть из сел в ФАПы. Потому что во все села мы заехать не можем, но хотя бы такие густонаселенные будут приезжать, и там сколько надо будет находиться, будут находиться. Диспансеризация дает возможность сократить вероятность развития наиболее опасных заболеваний и выявить болезни на ранней стадии для своевременного лечения. По ее итогам будет создана единая электронная база данных пациентов, прошедших медосмотр. Они получат паспорта здоровья, где будут обозначены все проведенные обследования и диагноз. Таким образом, удастся определить индекс здоровья населения. Всеобщая диспансеризация населения Абхазии
Абхазии будет бесплатной. Уже закуплено соответствующее оборудование и составляется график выездов. Диспансеризация начинается с 1 ноября. Будет включать в себя на первом этапе диспансеризации скрининг тех групп населения, которые мы обозначили и которые будут проведены через все эти методы обследования. Они включают в себя флюорографические исследования, кардиографические, определенный перечень лабораторных исследований. Многие болезни проходят бессимптомно, поэтому врачи подчеркивают важность программы и своевременной диагностики. Особенно это касается здоровья детей. Диспансеризация будет проведена в 2 этапа. Первый нужен для того, чтобы выявить хронические неинфекционные заболевания, факторы риска их развития. А второй этап для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания. На диспансеризацию отводится около года. Нала Мукба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Сегодня академик, ректор АГУ Олег Алексеевич Гварамия празднует свой юбилей. Олег Гварамия – математик с мировым именем, фундаментальные труды которого в области современной алгебры получили широкую международную известность. Перу ученого принадлежат более 100 научных работ, в том числе монографии и учебных пособий, которыми пользуются сейчас студенты нескольких государств. Они были опубликованы в ведущих изданиях СССР, России, США, Израиля, Германии, Югославии, Чехии, Польши, в том числе в таком престижном, как World Scientific. Закономерно, что вклад Олега Алексеевича в развитие науки получил высокую оценку со стороны мирового сообщества. В 2011 году он стал лауреатом международной премии в области научных исследований «The Name in Science» с занесением имени ректора АГУ в реестр лучших ученых мира. Президент Рауль Хаджимба поздравил ректора Абхазского государственного университета Олега Гварамия с 75-летним юбилеем. Авторитетный руководитель и выдающийся ученый-математик. Вы много лет возглавляете Абхазский государственный университет, флагман высшего образования страны и наше национальное достояние. Вы гармонично сочетаете организаторскую, научную, педагогическую и общественную деятельность, являясь действительным членом Абхазской и российских академий наук, почетным профессором МГУ Ломоносова, членом Оксфордского академического союза и других организаций, регулярно публикуясь в авторитетных журналах и издавая научные монографии, выступая на международных форумах, вы вносите беспрецедентный вклад в развитие алгебраической науки и образования в стране и многое делаете для формирования положительного имиджа Абхазии в мире, отмечается в частности в поздравлении президента. И сегодня же президент своим указом наградил Олега Гварамия орденом Ахтябша первой степени за выдающиеся достижения в области науки, получившие международное признание. Большой личный вклад в развитие высшего образования в Республике Абхазия, подготовку высококвалифицированных кадров. Сегодня также исполняется 50 лет известному абхазскому журналисту, первому заместителю генерального директора, исполнительному директору «Интерфакс» Георгию Гуле. Президент Рауль Хаджимба направил юбиляру поздравительную телеграмму. Вас знают в Абхазии как талантливого журналиста, представителя славного рода патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия и выдающегося писателя, блестящего представителя абхазской и русской интеллигенции Георгия Гулия. В тяжелые дни войны 1992-1993 годов вы доносили правду об Абхазии до широкой общественности в России и за ее пределами. И сегодня мы чувствуем вашу поддержку в деле укрепления абхазо-российских отношений и формирования положительного информационного образа Абхазии, говорится в поздравительной телеграмме президента. Западные и российские подходы к изучению идентичности, феномен исторической памяти в контексте формирования этнической идентичности, научная школа под таким названием начала работу в Абхазском госуниверситете. Встретятся ведущие научные сотрудники Южно-федерального университета с педагогами, бакалаврами, магистрами и будущими аспирантами АГУ. Репортаж Сиды Малия. Научная школа – специальный проект Министерства образования и науки Российской Федерации, направленный на повышение уровня подготовки будущих аспирантов российских вузов. Наши сотрудники и преподаватели одновременно, они очень имеют большой стаж преподавания, очень любят свою профессию, очень заинтересованы в том, чтобы передать свои знания и получить какие-то знания в ответ. Поэтому нам очень важен контакт
с теми слушателями, которых мы сегодня увидим. Рассказывать мы им будем об общей практике научной, об общих научных теориях, причем не только российских, но и зарубежных. Мы будем их сопоставлять. К работе научной школы привлечены специалисты из разных научных областей. Совместно с сотрудниками Южного федерального университета лекции на различные темы прочтут научные деятели Академии наук Татарстана и Крымского федерального университета. В рамках научной школы планируется охватить широкий спектр современных проблем, касающихся идентичности этнических меньшинств. Мы заинтересованы в том, чтобы уровень подготовки абхазских магистрантов и тех, которые готовятся за пределами Абхазии, в самой Абхазии, он соответствовал лучшим и российским, и мировым стандартам. Поэтому обмен опытом, обмен знаниями – это важная задача, которую призваны решать в том числе и такие вот школы. В течение недели студенты, бакалавры, магистры и будущие аспиранты ХАГУ смогут узнать много нового. К примеру, доцент Института истории Южного федерального университета Николай Трапш расскажет об этнической и религиозной идентичности в абхазском обществе, об особенностях идентичности в поле политической науки и многом другом. Широкий спектр проблем, которые мы хотим охватить, связанные с теоретическими вопросами, которые определяют существование отдельных, особенно малых народов, и существованием диаспорных сообществ. Ну и в целом совместить это с теми актуальными вопросами, которые есть в истории Абхазии, во взаимоотношениях России и Абхазии. То есть у нас такая школа из истории, обращенная в современность. Программа научной школы у учащихся АГУ вызвала неподдельный интерес. Это совершенно новые лекции для нашего университета. Ничего похожего у нас не было. И я думаю, что это будет очень интересно. Может быть, мы найдем себя в этой специальности и продолжим учебу уже за границей. Важность и пользу как для студентов, так и для преподавателей АГУ отметил проректор Виктор Маландзе, поскольку темы, которые прозвучат в рамках программы научной школы, охватывают ряд проблем современности. Научная школа завершит свою работу в конце недели. Во вторник, среду и четверг будут проходить по 4 лекции. По ее завершении участникам будут вручены сертификаты о прохождении курса повышения квалификации. Асида Маля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Генеральный директор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басарьев встретился с официальными представителями компании Hyundai Болгария. Эта компания производит специализированное оборудование для трансформаторов. На встрече обсудили вопросы, связанные с потребностью «Черноморэнерго», а именно о деталях для трансформаторов, необходимых для проведения ремонта. В данном случае речь идет о подстанции Пицунда. «Черноморэнерго» планирует замену переключателя напряжения 2 трансформаторов. По результатам сегодняшней встречи мы выявили потребность компании «Черноморэнерго» в продукции того предприятия, которое представляет наша компания. Это переключатели напряжения, который является одной из основных составляющих трансформатора. Компания Hyundai Heavy Industries, которую представляем мы на территории России и стран ближнего зарубежья, является основным мировым лидером по производству данных комплектующих. Мы выявили техническую первичную необходимость в данной продукции. Ну и в принципе мы готовы помогать компании «Черноморэнерго» в поставках данной продукции. Это достаточно дорогостоящее оборудование. Сейчас речь идет о каждой комплектующей, которая будет устанавливаться на этот трансформатор, порядка 30-35 тысяч долларов. Дело в том, что мы пытаемся решить вопрос, каким образом удешевить это оборудование, потому что есть и некое восстановленное оборудование. Конечно, этого нежелательно делать, но, к сожалению, большому финансовая ситуация нашей компании не позволяет зачастую приобретать новое оборудование. День Абхазии масштабно отметили в Москве на одном из самых популярных общественных площадок российской столицы, крупнейшем экспозиционном, музейном и рекреационном комплексе в мире ВДНХ. Накануне состоялся яркий праздник. Красочное шоу и изысканная музыкальная программа мероприятия для многих стала сюрпризом. Лучшие артисты Абхазии вышли на сцену Зеленого театра, чтобы поделиться своим творчеством с москвичами и гостями столицы и поздравить их с Днем города. О том, как приняли москвичи столь необычный подарок, расскажет Нисфа Аршба.
Знаменитый «Зеленый театр» на ВДНХ является одним из лучших концертных залов под открытым небом. Архитектурный комплекс выполнен по типу французского шато, за что в свое время его и прозвали «Советским Версалем». Некогда изысканное здание, окруженное густыми зарослями, рождало множество мистических легенд. Теперь же это одна из лучших концертных площадок Москвы. С годами «Зеленый театр» был незаслуженно забыт и пришел в запустение. Вторую жизнь знаменитый зал обрел в 2014 году, когда запустили масштабный проект возрождения ВДНХ. Тем же летом здесь возобновилась концертная деятельность, которая сразу принесла театру статус одной из лучших площадок. Именно здесь 6 сентября праздновали День Республики Абхазия. Оно совпало с очень радостным и масштабным событием – Днем города Москвы. Это такой концерт-подарок москвичам от маленькой страны души. Есть и еще одна задача, которую мы преследовали. Естественно, мы хотим, чтобы наш образ жизни, абхазские традиции, богатая абхазская культура, современная история Абхазии с ее таким динамичным сегодняшним днем, чтобы это все стало достоянием известности для людей из других стран, для людей из России и для иностранцев, которых здесь даже на этом концерте достаточно большое количество присутствует. И в дальнейшем наша деятельность также будет посвящена продвижению Республики Абхазия на международной арене, на внешних рубежах, что я считаю крайне важно для нашего молодого государства. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям праздника, которую зачитал первый секретарь посольства Абхазии в России Пачук Чукбар. Позвольте выразить благодарность правительству Москвы и руководству ВДНХ за неизменное содействие посольству и торгпредству Республики Абхазия в Российской Федерации, Международному культурному деловому центру Республики Абхазия, а также представителям московской абхазской диаспоры в реализации проектов, направленных на укрепление абхазо-российских отношений. В их числе нынешний концерт в Зеленом театре ВДНХ. Поздравляю дорогих соотечественников с сегодняшним знаменательным событием, а всех москвичей с Днем города Москвы. Мира, добра и процветания братским народам Абхазии и России. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. В сопровождении симфонического оркестра Русской филармонии выступили именитые титулованные артисты Абхазии и лауреаты международных конкурсов. ВДНХ переживает свое 3-е рождение, все целиком, и мы очень ждем, когда в полной мере, в полном качестве начнет работать павильон Абхазии. Уже сейчас идут многочисленные программы, это фотовыставки, различные концертные мероприятия. МКДЦ очень хорошо работает вместе с нами, и мы надеемся, что это сотрудничество будет только продолжаться. Совершенно уверена, что для развития всех отраслей туристической и экономической павильон Абхазии на ВДНХ сыграет очень и очень значительную роль. Ну а абхазов мы просто любим. На праздничное мероприятие известный государственный ансамбль народного танца «Кавказ», который в этом году отмечает свой 20-летний юбилей, привез 10 номеров. Среди них девичий лирический танец «Горянок», посвященная родному краю хореографическая композиция «Кавказ», зажигательный танец «Горцы» и многое другое. Потрясающие, очень энергетические. Все то, что связано с музыкой, с движением тела, это душа и сердце. Душа и сердце Абхазии. Очень шикарный концерт, безумная энергетика, очень светлые, позитивные люди работали над этим. В такую погоду, собственно, дали море солнца, море позитива. Мы приедем обязательно в Абхазию. Столько темперамента, столько красоты, прям эмоции, море переполняет нас всех. Спасибо большое ребятам, всем. Помешать мероприятию не смог даже сильный дождь и туман, которые окутали территорию Зеленого театра. Люди, укрывшись под зонтами, также бурно аплодировали, поддерживая танцоров.
Праздничный концерт организовал Международный культурно-деловой центр Абхазии при помощи руководства ВДНХ и поддержки торгового представительства Республики Абхазия в Российской Федерации. Информационный партнер – Абхазская телекоммуникационная компания. Подобное мероприятие проводится уже во второй раз, но в Зеленом театре впервые. Эта площадка была выбрана не случайно. Организаторы хотели, чтобы москвичи прикоснулись к уникальной древней абхазской культуре именно здесь, в этом исторически знаменитом месте российской столицы. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение. 8-9 сентября 2015 года в Сухуми пройдет стратегическая сессия «Культура Абхазии. Актуализация и сохранение». Сессия, организуемая Министерством культуры Республики Абхазия, соберет ведущих абхазских и российских специалистов в сфере культуры и искусств для обсуждения вопросов комплексного социокультурного развития государства и определения приоритетов культурной политики на 2016 год. МЧС Абхазии получил официальное приглашение на участие во втором международном форуме пожарных и спасателей, который пройдет с 9 по 12 сентября в подмосковном Ногинске. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Последние приготовления и инструктаж перед поездкой и в путь. МЧС Абхазии на форуме будут представлять 7 человек во главе с министром Львом Квициня. Спасательное ведомство Российской Федерации, как принимающая сторона, рассматривает данный форум как экспертную встречу пожарно-спасательных служб, государств и профильных международных организаций. С 9 по 12 сентября в подмосковном Ногинске на базе спасательного центра МЧС России участники форума смогут обменяться приобретенным опытом, выступить с докладами, а также принять участие в показательных учениях. Организаторы форума в качестве приоритетных тем для обсуждения определили, в частности, такие как глобальная и национальная стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий, национальный и международный опыт работы пожарных и спасателей, а также возможности применения технологий космического мониторинга и прогнозирования. Так что нашим спасателям предоставляется хорошая возможность поделиться отечественным опытом ликвидации чрезвычайных ситуаций и в то же время быть в курсе последних технологических трендов, ознакомиться с новейшей и модернизированной техникой, стоящей на вооружении МЧС Российской Федерации. Свое участие в форуме подтвердили специалисты из 30 стран мира. Практически весь день в субботу 5 сентября и половину воскресного дня 6 августа в эфире ГТРК шло вещание посредством аналогового телесигнала. Все коммуникации, обеспечивающие цифровое вещание, в том числе различные стекловолоконные линии, в результате обрыва вышли из строя. Разрыв проводов произошел недалеко от телебашни в районе Сухумской горы. О том, как устраняли проблему, расскажет Белла Кварчия. В субботу в 7:30 утра на телефон инженера, руководителя Сухумского телецентра Александра Леднева поступил звонок от дежурной смены. Сообщали о том, что в эфире пропали сигналы абхазского телевидения и радио, радио Сома, Рио Рита, а также различные интернет-каналы. Чтобы разобраться в произошедшем, на телебашню поднялась техническая группа, которая и определила, что примерно в радиусе километра от телецентра произошел обрыв кабеля. Бригада сразу же приступила к восстановительным работам, а на это время, чтобы не оставлять население без эфира, возобновили подачу аналогового сигнала. Мы поняли, что это очень затяжной процесс, и чтобы не оставить без эфира, в общем, хотя бы местных каналов наших, мы решили сделать старую схемку. Ну, не подвела она, в общем-то, отработала на плюс. Здесь на ГТРК занимался Гена Смыр, чтобы подать сигнал наверх, ну а мы восстановили там. То есть к 18 часам мы в цифровое вещание вогнали аналог, думали, не получится, но пошло, в общем-то. Позвонили с районов, что сигнал приняли. Как выяснилось, обрыв провода произошел в результате работы сельхозтехники. По словам Александра Леднева, коммуникации были проложены неглубоко, местами всего лишь на длину штыка лопаты. Восстановительные работы продолжались до позднего вечера. В итоге на месте обрыва провода была вмонтирована вставка, а уже в воскресенье днем вся система была восстановлена. Все-таки на будущее, если какие-то будут работы производиться земляные, хотя бы ставить службу РУП ТСА в известно, ставить АПС в известно, ставить АМУБАЛ в известно. Все-таки в этих организациях существует, видимо, монтаж и монтажная схема прокладки кабеля. Все-таки надо как-то более конкретно согласовывать, я считаю.
Александр Леднев сообщил, что техников выручила релейная связь, которую предусмотрительно сохранили на такие вот случаи, и выразил надежду, что прибегать к ее помощи больше не придется. Была Кварчия, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Министр обороны Абхазии Мераб Кишмария примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 11 сентября. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу 11 сентября гость в студии министр обороны Абхазии Мераб Кишмария. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 68 рублей 49 копеек, евро 76 рублей 37 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.